Главные помощники агентства по контролю за наркотиками – это служебные собаки. Собаки не только домашние питомцы, но и верные помощники человека в самых разнообразных сферах. Здесь, в Центре кинологии АКН, они дрессируются распознавать и бороться с незаконным оборотом наркотических средств. Всего в центре 12 собак, пород английский кокер-спаниель, русский спаниель, немецкая и бельгийские овчарки. Собаки работают на закрепленных объектах – вокзалах, аэропортах, терминалах. Также после получения письменного обращения от правоохранительных органов они могут принять участие в специальных операциях и даже выехать в регионы. Здесь у нас есть набор имитаторов наркотических веществ. То есть это для ежедневного обучения собака по поиску наркотических веществ. Одна собака находит 8 видов наркотика. От этих имитаторов нет никаких токсичностей, нет никакой угрозы для организма собаки. Это имитаторы, запах соответствующий с наркотиком, но угрозы на здоровье собаки нету. Для демонстрации навыков журналистам предложили побыть в роли наркокурьера, попробовав спрятав какой-либо из имитаторов наркотических средств. Место можно было выбрать какое угодно – засунуть в рюкзак, закопать в землю или просто закинуть подальше. Мы же предпочли спрятать имитатор в трубу. Перед занятием собака выгуливается 5-7 минут для того, чтобы облегчалась, а во время работы, чтобы не было природных раздражителей, чтобы не мешали ей работать. Вот теперь, как у нас собака готова, мы идем уже на работу рядом. И вот мы что делаем? Сначала посмотрим, нет ли никакой угрозы для собак, а потом дадим команду собаке ищи. Сейчас вот мы делаем так, указываем. Видите, как он смотрит? Вот он смотрит, он ждет команду. И когда вот он смотрит, ищи. Вот он сидит, видите? И он фокусом показывает, что здесь есть запах. Он ничего не трогает. Вот. Вот. Он нашел наркотик. Ага. Вот. Он сейчас сядет. Вот смотрите, как он смотрит на наркотик. У него фокус такой. И он меня просит, дай мне игрушку. Вот я нажимаю кликер. Сейчас смотрите. Ай, молодец, хорошо. Для поощрения собаки используются игрушки. Именно игровой метод используется для изначальной дрессировки. Также дрессировщиками используется кликер – приспособление в виде коробочки с кнопкой, при нажатии на которую раздается щелчок. Кликер помогает в дрессировке собак, вырабатывая условные рефлексы. Щелчком дрессировщик сообщает собаке, какое ее действие является правильным. Но как выяснить, какая именно собака будет хорошо поддаваться дрессировке? Перед тем, как собаку принимать на службу, мы сначала проведем тест по ВНД, высшей дневной деятельности. И в основном мы берем сангвиничные и холеричные. Но меланхолик и флегматик мы категорически не дадим даже допуск к службе, потому что на них время много уходит, но результатов не будет. Вот поэтому мы сначала проведем тест по ВНД, а после этого потом у нас есть специальная площадка общий курс дрессировки, где мы проведем тест по обоняниям, по зрениям, по слухам и по симптомам конституции. После того, как собака проходит тест, мы уже берем на дрессировку. Собаке находится на службе 8 лет. После этого она остается на пенсии в кинологическом центре. В будущем их щенки могут продолжить профессию своих четвероногих родителей. У нашей собаки есть очень большие результаты по поиску вот этих наркотических веществ. И если вот мы это посчитать в дозу, то наши собаки спасали очень многих людей. В 2022 году правоохранительными органами было изъято более 4 тонн наркотических средств. Немалый вклад в это вносят и четвероногие сотрудники.